Количество объектов незавершенного строительства в регионе составляет 194 единицы. Объем вложений в эти объекты более 19,2 миллиарда рублей. Ингушетию с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Подробности в начале выпуска. По итогам послания президента Федеральному собранию Госдума приняла закон об обеспечении школьников горячим питанием. Люди и народ должен идти вперед, но со знанием своей истории, для того, чтобы это движение вперед было успешным. День памяти и скорби уже скоро. К 76-й годовщине депортации в НИИ имени Чаха Акриева посвятили научный семинар. У нас очень много здоровых ребят, которые действительно, у них есть спортивная злость, спортивный азарт, наглость, если хотите. Поэтому у нас очень высокий потенциал в этом плане. Жесткий спорт для аристократов. Первая в Ингушетии секция по регби. Расскажем, как проходят тренировки. Таджимурат, как ты думаешь, кому быть имамом после Шамиля? Имамом будет тот, у кого шашка востра. По мотивам повести Льва Толстого, премьера спектакля «Хаджимурат» состоится завтра в Русском драматическом театре Ингушетии. На телеканале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. Ингушетию сегодня с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. На совещании в администрации главы Ингушетии полпред озвучил основные проблемы региона, такие как долги по заработной плате, безработица, задолженность за электроэнергию, незавершенные объекты строительства. На повестку дня вынесли вопросы социально-экономического развития республики. Подробности в репортаже Зелимхана Калоева. Северный Кавказ находится на прицеле федерального внимания. Это макрорегион, от которого ждут серьезного прорыва в рамках реализации национальных проектов. Эти ожидания могут и должны быть оправданы, потому что Северный Кавказ – это особая, уникальная территория России, способная стать флагманом в осуществлении стратегических государственных проектов. Полпред президента России в СКФО, поприветствовав всех, сразу же заявил, что придерживается исключительно открытого, предметного и предельно откровенного разговора с представителями власти регионов округа. Юрий Чайка рассказал о недавней встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, в ходе которой обсуждались важнейшие для Северокавказского федерального округа вопросы. Это и дорожное строительство, и вопросы экологии, топливно-энергетического комплекса и многие другие. Всего было затронуто около 20 тем. По всем направлениям даны соответствующие поручения, отдельные задачи уже решаются. Сразу после этого вступления полпред президента России в СКФО перешел к конкретным проблемам Ингушетии. О том, насколько объемная работа предстоит, говорят цифры. Уровень безработицы почти в 6 раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль текущего года составила свыше 22 миллионов рублей в отношении более 600 человек. На учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 906 детей-сирот, из которых за прошлый год обеспечены жилыми помещениями всего 32 человека. Из года в год увеличится задолженность на энергоносители. На 1 декабря 2019 года задолженность за электроэнергию составила 5,3 миллиарда рублей, за газ 7,6 миллиарда рублей. Количество объектов незавершенного строительства в регионе составляет 194 единицы. Объем вложений в эти объекты более 19,2 миллиарда рублей. Необходимо в кратчайшее время принять по ним решение либо достроить, либо законсервировать, либо сносить. Кроме того, по показателю строительства жилых домов отмечается снижение объемов на 14%. В целом неплохо обстоят дела в сельскохозяйственном секторе республики. Объем продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 10,8 миллиарда рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100%. Завершается закладка интенсивного яблоневого сада ООО «Сад-гигант» Ингушетия на площади 1060 гектаров. Введены в эксплуатацию оптово-распределительный центр на 61 тысячу тонн
единовременного хранения. Не секрет, что после формирования нового правительства Минкавказ был упразднен, а его полномочия переданы в Министерство экономического развития России. Так, о перспективных направлениях взаимодействия ведомства с субъектами СКФО на примере Ингушетии при реализации государственных и федерально-целевых программ рассказал Сергей Чеботарев, теперь в качестве замминистра экономического развития России. Отмечу, что за январь-декабрь ушедшего года на территории Северо-Кавказского федерального округа реализовывались 26 государственных программ Российской Федерации. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных к реализации на территории макрорегиона, это в формате 26 госпрограмм, составил 150 миллиардов рублей. В том числе федеральный бюджет 132 миллиарда рублей, консолидированный бюджет субъектов 18 миллиардов рублей. Следует отметить, что за аналогичный период 2018 года на территории Северо-Кавказского федерального округа также реализовывались 26 госпрограмм с предусмотренными бюджетными ассигнованиями в сумме 107 миллиардов рублей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Стратегия развития Северо-Кавказского федерального округа должна быть принята до конца этого года. Сергей Чеботарев подвел итоги работы за прошлый год и выразил недовольство тем, что средства, которые приходят в регион, не осваиваются и возвращаются в федеральный бюджет. С 2017 года в Ингушетии реализуются 6 инвестиционных проектов. Один был введен в эксплуатацию в 2018 году, 3 планируется в текущем, еще 2 в следующем году. Это берегоукрепительные работы на реке Синий Камень в населенном пункте Средней Очелуки Малгобекского района. По второму объекту, а это реконструкция берегоукрепительного сооружения на реке Асса в районе базы отдыха в селе Мужичи Сужинского района, остаток неиспользованных средств в 2019 году составляет около 7 миллионов рублей. И техническая готовность 75%. Еще одна важнейшая тема – это туризм. Для Ингушетии, для сегодняшней Ингушетии это актуальная тема, и мы видим, как развиваются туристические объекты. В рамках госпрограммы предусмотрены субсидии фонду «Посети Кавказ» в целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на развитие туризма на территории СКФО в объеме 270 миллионов рублей. О социально-экономическом развитии Ингушетии рассказал Махмуд Али Калиматов. Республика – один из самых малых по территории и самых густонаселенных регионов страны, где на площади 3600 квадратных километров проживает 507 тысяч человек. Демографическая ситуация характеризуется низкой смертностью, высокой рождаемостью и продолжительностью жизни по стране свыше 82 лет. Макроэкономическим показателям последнего года отмечается положительная динамика. Рост валового регионального продукта, объем промышленного и сельскохозяйственного производства, строительных работ, товарооборота и других. В значительной степени развитию экономики способствует реализация поддержки федеральных институтов развития, ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе уже говорили, что строительство промышленного тепличного комплекса Сунджа, заводов по производству алюминиевого профиля, радиаторов отопления, развитие садов интенсивного типа. В планах на текущий год возобновление работы 11 простающих производственных предприятий. В этих целях ведется работа по привлечению инвестиционных средств. В рамках реализации национальных проектов в Ингушетии планируется ввести в эксплуатацию еще 95 соцобъектов. К 2025 году планируемая нагрузка на бюджет составит более 2,5 миллиардов рублей. Отказаться от строительства соцобъектов мы не можем. Сегодня регион находится на последних местах как по округу, так и в целом по стране по уровню обеспеченности социальной инфраструктурой, заявил глава Ингушетии. Несмотря на обозначенные проблемы, динамика роста ключевых отраслей показывает, что регион имеет большой потенциал, задействуя который мы сможем выйти на финансовую стабильность. В этой связи просил бы рассмотреть вопрос о оказании республики содействия реализации следующих приоритетных проектов. Обеспечение населения качественной питьевой водой и строительство систем водоотведения. Сегодня процент износа разводящих сетей водоснабжения составляет 66,5%, в связи с чем потери воды при транспортировке составляют до 20%. В рамках реализации указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года Ингушетия участвует в реализации 50 проектов из 67 федеральных, предусмотренных в 12 нацпроектах. О целях и задачах рассказал Владимир Сластенин. В 2019 году проводились мероприятия по строительству 20 детских садов на 4400 мест, предусматривающих ясельные группы.
Из них в 2019 году введено в эксплуатацию 6 объектов на 1320 мест и 14 объектов, запланированных к вводу в 2020 году, что способствует значительному снижению напряженности, нехватки детских мест в детских дошкольных учреждениях. Введены в эксплуатацию объекты спорта, что значительно улучшило инфраструктуру спортивных сооружений и создало дополнительные условия для занятий спортом. Своевременно завершено благоустройство 47 общественных территорий в муниципальных образованиях. В 2019 году в полном объеме достигнуты установленные показатели национального проекта здравоохранения. Введены в строй 84 единиц современного оборудования в детских больницах, в детских поликлинических отделениях, сердечно-сосудистом и онкологическом центрах. Завершено строительство школы на 700 мест в городе Магаз. Продолжает строительство 5 объектов общего образования на 3130 мест с завершением в 2020 году, что улучшит ситуацию с обеспеченностью местами в общеобразовательных учреждениях. Открыто 17 центров дополнительного образования, а также в 33 школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Также на совещании выступил представитель Сбербанка с предложением создать проектный офис в регионе и сформировать конструктор решений, исходя из целей национальных проектов и утвержденных стратегий социально-экономического развития. Проектные офисы успешно действуют в других регионах округа. Сразу после выступлений глава Ингушетии и председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации экономики и реализации приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности республики. В завершении совещания Юрий Чайка отметил, что готов оказывать помощь и заявил о необходимости проводить совместную работу честно и профессионально. К слову, это первый рабочий визит и первая Северокавказская республика, которую посетил полпред. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Ну а после совещания полпред президента России в СКФО лично пообщался с жителями региона. Прием граждан состоялся в администрации Магаса. Улучшение жилищных условий, выделение лекарств, выезд на лечение. Вопросы, адресованные полпреду, касались разных сфер жизнедеятельности. Рина Тичоева с подробностями. Урысхан Барханоев, полпреду президента ВСКФО Юрий Чайки, пришел по вопросу целого города. В Карабулаке функционирует одна больница. Приспособленное здание построено в 1956 году. Больных здесь принимают всего 2 отделения. Ветхие условия не позволяют медикам разместить здесь больше коек и открыть еще отделение. Из-за сложившейся ситуации жителям города приходится ездить в другие медицинские учреждения республики. Врачи есть, все хорошие врачи, там просто персонал очень маленький тоже. Она очень старая. Аварийном состоянии. Обещают, что построить, все документы подготовят, уже они выбирают землю, насколько мне известно. В скором времени будем надеяться, что они построят в городе больницу. Ребенок Зуры Картоевой болеет редким и тяжелым орфанным заболеванием. Семье приходится покупать дорогостоящие препараты для поддержания его состояния. Только одни капли для глаз стоят больше 120 тысяч. Без них ребенок не может выйти на улицу. Солнце может повредить зрению. Для лечения необходимы лекарства, которые не зарегистрированы в нашей стране. Все документы на руках, но получать их очень тяжело, отмечает женщина. Мне нужна стабилизация, чтобы гарантии, чтобы он будет стабильно ежемесячно в необходимой дозе, то есть в количестве, чтобы эти препараты цистагон и цистадропс получал. Там у него куча препаратов, но они дорогие. Я просто, чтобы именно хотя бы эти 2 препарата, чтобы он выдавал. Полпред президента ВСКФО дал поручение взять вопрос на личный контроль и попытаться помочь женщине в решении ее проблемы. Ставка, закупка, в том числе выделение за счет финансирования республики. Значит, надо проконтролировать. Да, то есть этот вопрос, предложение такое, значит, правительству республики, поручение. Поручение, да? Да. Проконтролировать. У меня ребенок, несовершеннолетний, малолетний ребенок, ребенок-инвалид, Евлоев Ибрагим Саламханович, 2.10.14 года рождения, болеет редким заболеванием, то есть орфанным заболеванием. И он должен получать такие дорогостоящие препараты, как цистагон, цистадропс, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации. То есть у меня есть протокол консилиума врачей, есть разрешение на ввоз этих препаратов, препараты сами германские. Мне Юрий Яковлевич обещал, что этот вопрос он возьмет под жесткий контроль, что он будет помогать насчет обеспечения этих препаратов.
Лейла Яндиева на прием граждан к полпреду президента России в СКФО тоже пришла по личному вопросу. Женщина воспитывает ребенка-инвалида. Сложный диагноз требует особого ухода. Передвигаться он может только с помощью специализированной коляски. У нас есть инвалидное кресло, по которому мы передвигаемся, но, как правило, они у нас быстро выходят из строя. Мы бы хотелось приобрести дистанционное, которое будет передвигаться на аккумуляторе. Вот, чтобы девочка могла самостоятельно как-то выходить и гулять на улице, потому что без моей помощи она не может передвигаться. По линии Федерального фонда социального страхования вопрос, по всей видимости, слабо проработан, и требуется тоже поручение и правительству, и другим структурам. Нам обещали, что рассмотрят вопрос в плане жилищного условия, в плане пандусов. Поднимется вопрос о приобретении нам коляски. Жителей республики по личным вопросам Юрий Чайка принимал больше часа. Все вопросы обратившихся были рассмотрены и даны по ним ответы. Лина Цычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня заместитель министра экономического развития России Сергей Чеботарев вместе с временно исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии Владимиром Сластениным посетили агрокомплекс «Сунжа». Ознакомившись с технологическими процессами предприятия, они также осмотрели блок зимних теплиц, административно-бытовой корпус, склады и многое другое. В прошлом году на производстве была запущена первая очередь проекта на площади более 10 гектаров с выращиванием томатов закрытого грунта 15 разных сортов. Руководитель предприятия Махмуд Мальсагов сообщил, что агрокомплексом уже произведено 3000 тонн томатов, а в текущем году они планируют произвести 5000 тонн продукции. Кроме того, в планах у инвестора строительство третьей очереди теплиц площадью 17 гектаров, на основе которых будет создан агропарк «Сунжа». В него будет входить 3 тепличных комплекса, овощехранилище на несколько десятков тысяч тонн и современный консервный завод на базе ГУП «Атлас». Сергей Чеботарев одобрил планы дальнейшего расширения производства. Гости дали высокую оценку работе предприятия. Налогов вы заплатили уже 300. Значит, в прошлом году была оплата налогов 5 миллионов 800 тысяч рублей. 5 миллионов 800. Это кроме того, что мы платим зарплату, КРСК, да. Прибыль, проценты и так далее. За газ, за электричество. Но себе-то остается хоть немного? Пока да. Ну и что? Вот это. Каково это быть президентом? Владимир Путин ответил в эксклюзивном интервью ТАСС. Информационное агентство в своем спецпроекте «20 вопросов Владимиру Путину» поговорили с президентом на самые важные и острые темы. Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами? Я же работаю каждый день. Это совершенно очевидно. Без всякого Запада, без Востока. Мы сами с усами. Андрюш, дайте мне договорить. Вот взять, рубануть сразу, это очень опасно. Да, нужно, чтобы потряхивало. Не надо делать глазки. Вы плохо работаете. Бабки-то где, извините за моетон? Денежки где? Люка во власти никогда не должно быть. Стулом запустят, а завтра под пули пойдут. Чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл. Так просто за колбасу не купишь человека. Вы же не живете моей жизнью. Меня каждый день обманывали. Кому-то нравится разделять Украину и Россию. Вы меня хотели, видимо, сбить. Там драки были сплошные. Бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. А мне нужна великая Россия. Полное видеоинтервью можно будет посмотреть 20 февраля на всех площадках ТАСС. Госдума приняла закон об обеспечении школьников горячим питанием. Напомню, этот вопрос поднимал Владимир Путин в январском послании Федеральному собранию. Ко второму чтению президент внес в законопроект поправку, что обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным. Норма о горячем питании вступит в силу с 1 сентября текущего года. Но на местах вопрос будет осуществляться поэтапно в зависимости от наличия и готовности школьных столовых и комбинатов питания.
Полная готовность должна быть обеспечена до 1 сентября 2023 года. Финансировать школьное питание планируется за счет ассигнований федерального, регионального, местных бюджетов и иных источников, предусмотренных законодательством. В 2020 году на эти цели планируется выделить 21 миллиард рублей. 23 февраля – День памяти и скорби. 76 лет со дня депортации ингушей в Среднюю Азию и Казахстан отметят в регионе в это воскресенье. В преддверии очередной годовщины очевидцы событий делятся своими воспоминаниями. А в научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева к памятной дате приурочили семинар. Ученые представили документы и материалы из архивов России, Казахстана и Киргизии, полученные после многолетних исследований. О научных фактах сюжет Даны Плиевой. Среда, 23 февраля 1944 года – самый черный день в истории ингушского народа. В этом году будет ровно 76 лет депортации. Порядка 130 тысяч человек, наших родных и близких, выслали в Казахстан и Среднюю Азию. Такие цифры приводят сотрудники НИИ на сегодняшнем семинаре. В своих докладах они рассказывают, как выживали наши соотечественники в тяжелых условиях первых лет депортации. Надо сказать, что сами казахи тоже находились в очень тяжелых условиях. Почему? Это было время войны. Это было время, когда вся экономика Казахстана работала на нужды фронта. И поэтому ингушам, которые были туда переселены, было тоже вдвойне тяжелее. Почему? Потому что им самим было сложно. И переселенные ингуши тоже находились в таких тяжелых условиях, что... То есть мало чем могли местные жители помочь переселенным. Главной проблемой был языковой барьер, так как многие из депортированных ингушей и живущих там казахов не знали русского языка. Об этом можно судить из личной истории одной пожилой казашки. Ей на тот момент было около 19. Как рассказывала эта бабушка, вспоминает сотрудник НИИ, ее первая встреча с нашим народом произошла прямо на станции Кокчетавского района. Старики, женщины и дети, говорят, и нам, говорит, их стало жалко. Мы к ним подходим, говорит, с одной стороны их боимся, выглядываем в дверь, говорит, боимся. А потом начали, говорит, мой отец, говорит, начал говорить, все равно жалко, там же дети, женщины, нельзя оставлять их. Мы вышли на улицу, говорит, и детей тащим к себе, чтобы домой завести, а они не понимают, говорит, думают, что мы хотим у них забрать детей. И они их обратно к себе тянут, говорит. И таким образом до рассвета мы не могли понять, говорит, друг друга. Все эти истории, автобиографии спецпереселенцев работники научного института узнали, посетив Казахстан. Многие из них рассказаны также нашими соотечественниками, так и оставшихся там жить. Из архивов местных музеев привезли около 100 личных дел. В них отражается жизнь ингушей на протяжении 13 лет, проведенных на чужбине. По объективным причинам на другое место жительства органы спецкомендатуры запрашивали личные дела вновь прибывших спецпереселенцев. На основании разрешения и заявления на имя коменданта семья принималась на спецучет. До получения личного дела с предыдущего места поселения оформлялся на временный учет и после переводился на постоянный учет. О выездах и командировках за пределы области сообщить в спецкомендатуру МВД. Это второй пункт. Третий, являться лично на регистрацию органа МВД один раз в год. На семинаре присутствуют гости, в числе которых и депутат Народного собрания Жансурат Аушева. О проделанной работе сотрудников научно-исследовательского института отзываются с большой благодарностью. Нельзя забывать свою историю, надо ее изучать, надо о ней помнить. Помнить не для того, чтобы постоянно оглядываться и скорбеть. Люди и народ должны идти вперед, но сознанием своей истории, для того, чтобы это движение вперед было успешным. Довольно-таки мужественно, смело, отважно мы противостояли судьбе. И в годы депортации тоже вот эта вот сплоченность, любовь к своей отчизне. И вы знаете, надо сказать, что даже находясь в депортации, ингуши верили в то, что они вернутся. И в первое время они никак не могли приспособиться и начать спокойно жить на чужбине. Почему? Потому что они знали, что это, верили в душе, что это временная акция. Сотрудники НИИ намерены и впредь проводить в различных архивах Казахстана работы, связанные с депортацией нашего народа. Ведь несмотря на прошедших 7 десятков лет, эта тема остается очень актуальной для ингушских ученых. Дана Плиева, Магомед Дидигов. Новости 24.
Памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине депортации, проходят в эти дни по всей республике. О значимой дате говорили сегодня и в Ингушском госуниверситете. Студенты 4-го курса юридического факультета выступили на научно-практической конференции с докладами. Темы, затронутые в работах: образование и культура в условиях спецпоселения, реабилитация народа. Говорили также об ингушах, фронтовиках. Студенты в своих докладах постарались провести историко-правовой анализ событий 1944 года. Подготовили здесь и фотовыставку, показывали видеоролики с очевидцами депортации. Звучали и стихи ингушских классиков, посвященные ссылке в Среднюю Азию и Казахстан. Необходимо помнить прошлое, помнить эти тяжелые дни, это тяжелое время. Мы должны, для того, чтобы мы сегодня ценили настоящее и предвидели будущее, чтобы никогда в отношении нашего народа не повторялись подобные злодеяния. Строим нашу государственность, которая должна быть чистой, которая должна опираться на идеи и мечты прошлого поколения, того поколения, которое пережило эту депортацию, которая мечтала вернуться на родину. Мероприятия мы проводим практически каждый год, и каждый год стараемся проводить научно-исследовательскую работу в плане выявить какие-то, допустим, может быть, у кого-то из студентов есть родственники, о которых мы не знаем. Конкурс на выявление самых умелых, ловких и эрудированных. В 15-й школе Назрани прошла практическая конференция, часть Всероссийской олимпиады среди школьников по дисциплине технологии. Пользование инструментами для парней, моделирование одежды для девушек, заданий и этапов было несколько. Несмотря на знание теории с применением навыков на практике, у курсантов дела обстояли вовсе не так легко. Почему, расскажет Идрис Ижиев. С первого взгляда кажется, что Тамерлан Хаматханов просто рисует. Однако, если приглядеться, у него в руке не совсем карандаш, а самое настоящее горячее перо. Чтобы овладеть этим искусством, нужно долго упражняться. Ведь одно неловкое движение и заготовку можно браковать. Занимается он этим уже несколько лет, и дело это ему нравится больше всего. Тем более на Олимпиаде помимо стандартного задания нужно представить собственный проект. Мне нравится рисовать. Для начала я рисую на фанере, а затем уже и выжигаю. Первый раз участвую на Олимпиаде и очень хочу выиграть. Олимпиада по технологии – это своего рода конкурс талантов среди молодых людей. Если с теоретической частью участники справились все как один на отлично, то в практической не так легко, ведь на все дается одна попытка, а неудача может стать роковой. Сегодняшнее задание для парней непростое. Нужно уметь управляться несколькими инструментами. Вначале мне нужно было лобзиком вырезать эту доску по данным ракурсам, потом обжигателем взять и вырезать конечную форму. Для меня самое сложное это лобзик, потому что если ты его не так пустишь, его все надо делать заново. В Олимпиаде участвуют не только мальчишки, но и девчонки. Если теория была одинаковая для всех, практика же разделена. Задание для слабого пола заключается в моделировании одежды с последующим шитьем. Тандила Тачиева прекрасно справилась с первой частью Олимпиады. Теперь она полностью погружена в процесс моделирования. Сложности для нее это не представляет, ведь рукоделием она занимается каждый день и хочет посвятить свою жизнь этому делу. Я участвовала еще и на Олимпиаде по географии, но мне нравится то, что делаешь своими руками. Я даже сделала вот цветочек, но шить мне нравится больше. Я еще планирую поступить, чтобы стать модельером. А на данный момент получается у тебя вот в Олимпиаде? Ну да, получается. Олимпиада делится на несколько этапов, и по их итогам будет формироваться список лучших участников для дальнейшего представления ими нашей республики на всероссийской площадке. Организаторы уверены, такие творческие соревнования очень положительно сказываются на школьниках, ведь участники полностью выкладываются ради достижения цели. Они себя неплохо проявили, и тем самым, они показывают, что они что-то могут, что-то умеют, какие-то навыки, умения они получили, и тем самым показывают нам эти результаты. С каждым этапом задания будут усложняться. Дети, занявшие первые места, смогут проверить себя уже на международной арене. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Жесткий спорт для аристократов. Регби считается королевской игрой. Любители этого элитарного спорта множатся и в Ингушетии. Вот уже год наши регбисты осваивают тонкости игры, команда делает успехи. Первая секция по регби открылась год назад, уже есть результаты.
Ребята ежедневно проводят активные тренировки. На одной из них побывал Микаил Тангиев. Легкий бег перед тренировкой – это лучший способ разогреться и привести свои мышцы в тонус практически для любого спортсмена. А учитывая борцовскую составляющую в таком виде спорта, как регби, это еще и верный путь свести возможные травмы на нет. Разминка также отличается не сильно, кроме пару особых упражнений. Самое интересное – это распасовка мяча, или как его еще называют спортсмены, дыня, из-за схожей формы. Хорошие результаты в подаче регбийного снаряда показывает Ислам Яндиев. Парень, можно сказать, старичок в этой команде. Увидев однажды объявление в соцсетях о том, что у нас набирают спортсменов для игры в регби, Ислам, недолго думая, решил записаться. Я игру когда видел, знаю, как суть игры, интересная игра. Регби такой вид спорта, где человек должен себя держать в физической форме. Командная игра. Тут создана команда, уже человек 20-15 есть в команде, друзья, новый круг общения. На сегодняшний день в составе ингушской команды по регби тренируется 17 человек. Всего, согласно правилам, для участия в соревнованиях необходимо набрать 25 человек с учетом запасных игроков. Но учитывая необычный интерес к новому виду спорта, процесс завлечения игроков будет недолгим. Для многих войти в сборную команду по регби было мечтой с детства. Зрелищный вид спорта очень. Тут может каждый участвовать, играть, каждый может. И короткий, и длинный, и тяжелый, и худой. Все могут играть. Для каждого найдется позиция. По спортивным меркам, даже год, проведенный в секции регби, это все еще начальный результат. Пока что воспитанники Исламбека Цисдоева осваивают все тонкости и азы этого необычного и нового для нашей молодежи вида спорта. Занятия проходят 6 раз в неделю, 3 из которых ребята проводят в тренажерном зале, а в остальные дни отрабатывают игровые моменты. Сначала надо обучить каким-то элементам, без которых абсолютно нету смысла дальше какие-то упражнения делать. То есть это контакты, вот это делать абсолютно пока смысла нету, пока не научимся делать хорошую передачу. То есть хорошая передача это, то есть хороший пас, я имею в виду. Хороший пас это, как сказать, это пол игры. Остальное все это можно без проблем научить. Родоначальником регби принято считать Уэба Эллиса, который являлся учеником школы одноименного города в Англии. Во время одного из футбольных матчей он схватил мяч и устремился к зачетной зоне соперника. В то время существовало несколько разновидностей футбола, и регламент этого матча допускал касание мяча рукой. Однако перемещаться с мячом не разрешалось. В наше время правила заметно изменились. Если игрок атакующей команды заносит мяч в зачетную зону и касается им земли, его команда получает 5 очков и право на дополнительный удар. Важное правило – мяч можно бросать игроку своей команды только назад или параллельно лицевой линии. Потенциал для создания и популяризации регби в нашем регионе изначально был довольно большой. Молодежь и взрослые интересовались, и поэтому было решено зарегистрировать Федерацию регби Ингушетии. У нас самая популярная социальная сеть – это Инстаграм. Мы там создали свою страницу, и 620, по-моему, подписчиков у нас уже есть, и очень много писем там поступает. Очень много родителей интересуются именно детским видом. В этом году Федерация регби достигла первых результатов в этом виде спорта. Воспитанники Горского кадетского корпуса отправились на фестиваль регби в Грозный и среди 5 команд заняли 2-е место. Такие успехи молодых ребят говорят о многом, и у взрослой команды есть все шансы стать в один уровень с уже действующими игроками по всему миру. Наши соседи грузины, допустим, они в десятке лучших в мире. Поэтому мы думаем, что мы можем быть на 2 раза лучше, чем наши соседи, поэтому мы можем быть в 5-ке. Это однозначно, у нас очень высокий потенциал. У нас очень много здоровых ребят, которые действительно, у них есть спортивная злость, спортивный азарт, наглость, если хотите. Поэтому у нас очень высокий потенциал в этом плане. Ну а дальше больше. Ингушская команда надеется получить от Федерации регби России базу для проведения занятий. Собственный стадион позволит значительно увеличить КПД во время тренировок, и, возможно, в будущем мы еще увидим не одного олимпийского чемпиона по регби из Ингушетии. Микаил Тангиев, Магомед Дедигов, Новости 24. Премьера спектакля «Хаджи Мурат» состоится завтра в Русском драматическом театре Ингушетии. Актеры в постановке поведают историю о смелом и храбром горце по мотивам повести Льва Толстого.
Режиссер-постановщик, народный артист республики Ахмет Ильянов глубоко исследовал художественные произведения писателя. Сейчас актеры театра готовятся к важному выступлению. На репетиции побывала Хава Гагиева. Участник Кавказской войны, молочный брат аварских ханов, бывший Наиб, имама Шамиля. Вряд ли есть кто-то, кто не знает трагическую историю великого Хаджи Мурада. Человек, который окутан легендами, сошел со страницы книг и ожил тут в Ингушском театре юного зрителя, где при поддержке Министерства культуры России проходит сдача спектакля «Хаджи Мурад» известного русского писателя Льва Толстого. Дружбы между мной и Шамилем никогда не было. Но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили. Хаджи Мурад, как ты думаешь, кому быть имамом после Шамиля? Имамом будет тот, у кого шашка востра. Ты имеешь в виду себя, Хаджи Мурад? У Шамиля много достойных берегов. Хаджи Мурад – смелый, решительный и бесстрашный горец, судьба которого предрешена с самого начала. Эта роль досталась Рахману Бекову, известному артисту, певцу и начинающему актеру. Главная сложность в том, что надо быть очень ответственным. Надо показать не только речитативность, но и пластику. А если не то слово, то вся картина ломается. Это огромная ответственность, и это сложно, само собой. Я всегда приемлю повторять то, что в наших жилах течет та кровь, которая приемлет и Кавказ, и горы. Как-никак мы здесь выросли, мы это видели, слышали, чувствовали. Все пережито, все очевидно. И все то, что я перечислил, служит тому, что я уверенно знаю о том, что я говорю, что я вжился в персонаж. Спектакль «Хаджи Мурад» дает возможность взглянуть на историю Кавказской войны и на духовные искания Толстого в непривычном ракурсе. Театр предложил оригинальную интерпретацию произведения посредством рассказа от первого лица. Зрители могут прочувствовать главного героя, ссылаясь к его внутреннему миру, взглядом на жизнь и ценности. Толстого самой пьесы нет, есть его большая повесть, которую нужно что-то вытаскивать из нее, какие-то куски компоновать, делать одну линию, чтобы это была какая-то цельная история, которая будет не рваться, будет интересна. Вот это самый сложный процесс. А все остальное, в принципе, репетиционный процесс, это то, что у нас проходит ежедневно здесь. Все-таки это школьная программа, в которой хочется, чтобы и не только взрослые зрители, но и школьники, и студенты приходили. И мы понимаем, что люди сейчас практически разучились читать, но хотя бы вот так, чтобы они как-то... Если эта история будет интересна, может, кто-то придет, возьмется за книжку и будет читать эту повесть. По словам режиссера спектакля Ахмета Ильянова, «Хаджи Мурад» – произведение о сломе времен, эпох, о невероятных обстоятельствах, в которых человек должен действовать самостоятельно, принимая вызов судьбы и рока. Из всей этой повести нужно было взять то, что может перенести на сцену, и как это преподнести зрителю, и для того, чтобы получилось так, чтобы зрителю было не скучно и понятно, что происходит. Это очень тяжелая, на мой взгляд, задача. Посмотреть на оживших героев книги и убедиться в таланте актеров и режиссера можно будет уже 19 февраля. А пока есть время вновь перечитать знаменитую кавказскую повесть Льва Толстого. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.